Доброе утро, дорогие друзья! Телеканал «Якутия-24» приветствует всех. Вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова, ну и, конечно, вся наша большая утренняя команда. Ну и, как всегда, наш эфир мы начинаем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 7 градусов. В заречной группе 7-13 выше 0. В южных до 14 градусов тепла. В Вилюйской группе 11-20, в Нижнеленских 4-12, в западных до плюс 20. В Колымын-Дигирской группе улусов минус 8 плюс 6, в Янских минус 4 плюс 10. На северо-западе ожидается до плюс 8. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 2 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура днем ожидается до плюс 14 градусов. Итак, мы узнали, какая у нас погода за окном, а теперь узнаем, какие же новости произошли у нас на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Специалисты Арктического научно-исследовательского центра Якутии протестировали систему раннего предупреждения о вероятном наводнении. На реке Кинкеме уже проверили все элементы: датчики уровня воды, передатчики и базовую станцию. Сенсоры, установленные выше по течению, передают данные по беспроводной сети, а компьютер на их основе рассчитывает, грозит ли селу паводок. Технологию планируют установить в конце июня этого года на Индигирке возле Аймикона, одного из самых уязвимых мест. Если испытания завершатся успешно, уже к концу 2026 года технология перейдет на баланс района и, возможно, станет образцом для других труднодоступных уголков России. В стране официально закрепили новые правила сдачи демо-экзаменов для выпускников колледжей и техникумов. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, превращает эту практику в полноценный стандарт. Теперь студенты могут по своему выбору пройти независимую оценку навыков в реальных рабочих условиях и при успешной сдаче получить не только документ об окончании учебы, но и официальную квалификацию, которую признают работодатели. Чтобы экзамен состоялся, нужно согласие и вуза, и самого студента, а также заранее утвержденные задания, согласованные с экспертами по профессиональным стандартам. Оценивать работу будут квалифицированные специалисты, а итоговое решение примет Совет по профессиональным квалификациям. Жители Якутии могут бесплатно пройти обучение в рамках нацпроекта «Кадры». Такая возможность доступна молодежи до 35 лет, гражданам старше 50 лет и людям предпенсионного возраста, а также безработным, людям с инвалидностью, женщинам с детьми дошкольного возраста, ветеранам СВО и членам их семей. Программа позволяет получить новую профессию или повысить квалификацию за счет государства. Обучение организовано для поддержки занятости населения и подготовки специалистов для востребованных отраслей экономики. В этом году более 1000 людей должны пройти обучение. Из них 500 уже освоили различные профессии. В этом году именно для ветеранов специальной военной операции перечень расширился более 200 профессий. Также заключили с 4 федеральными операторами. Это Томский государственный университет, РАНХИКС, в том числе научный институт, исследовательский институт труда и институт развития профобразования. Через этих федеральных операторов проводился отбор образовательных организаций, которые находятся у нас на территории республики. И те, кто прошел отбор, они эти курсы все проводят. С первых шагов в профессию в Якутском технологическом техникуме сервиса прошел карьерный марафон. Для его выпускников и студентов была организована динамичная встреча-диалог с руководителями успешных предприятий, организаций швейного дела и сферы общественного питания. Там же они рассказали об открытых вакансиях, а также о том, как у них проходит работа и чего ждут от будущих работников. А те, в свою очередь, могли задать уточняющие вопросы. Карьерный марафон проводится в рамках системной работы по содействию трудоустройству совместно с молодежным кадровым центром.
Мероприятие «Карьерный рост» – это важное, наверное, такое связующее мероприятие между работодателями и выпускниками. Здесь мы представляем свои компании и свои вакансии на сегодняшний день, которые есть. И, конечно, выпускники задают вопросы, которые их интересуют. А как их трудоустраивают, какие сейчас есть открытые вакансии, какие сложности, какие льготы есть, да, при трудоустройстве, ну и вообще какой механизм и порядок трудоустройства. В России немного отпустило. Впервые с конца марта социологи зафиксировали легкое снижение тревожности среди граждан с 53 до 50%, а доля тех, кто чувствует себя спокойно, выросла до 43%. Опрос фонда «Общественное мнение», проведенный в первые майские дни, показал, люди все еще следят за новостями об обстрелах приграничных территорий и ходе спецоперации. Но весеннее солнце, праздники, ожидания лета потихоньку делают свое дело. Эксперты призывают не спешить с выводами. Как отмечают социологи, люди устают от неопределенности, но постепенно учатся жить здесь сейчас, находя опору в простых вещах – семье, работе, дачном сезоне. Как вы думаете, что связывает первую аптеку на Руси, перенос столицы в Санкт-Петербург и День пионерии? Все эти события так или иначе связаны с 19 мая. Эта дата хранит в себе фрагменты нашего прошлого. От эпохи Ивана Грозного до новейшей истории. Давайте посмотрим, что еще произошло в этот день за последние несколько столетий. На календаре 19 мая. Сегодня отмечают День фармацевтического работника в России. По народному календарю Иов Горошник. В этот день крестьяне утром выходили во двор, наблюдали. Если роса обильная, то уродятся огурцы. Кроме того, эта роса считалась очень полезной для огородных растений. Этот день в истории. 1712. Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург. 1802. Учреждена высшая награда Франции – Орден Почетного легиона. 1910 год. Земля прошла через хвост кометы Галлея. 1922. День пионерии. День рождения Всесоюзной пионерской организации. В этот день родились Мустафа Кемаль, основатель и первый президент Турецкой республики, политик и военачальник. Хо Ши Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама. Леонид Харитонов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Майя Булгакова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Диана Мэри Холлом, американская конькобежка, олимпийская чемпионка. В этот день также родились Сергей Бехтерев, советский российский актер театра и кино, заслуженный артист России, и Наталья Арейра, уругвайская актриса, певица, дизайнер. Именины сегодня отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион и Марфа. Этот день, когда происходили события, требовавшие, конечно же, в первую очередь смелости, энергии и силы духа, от основания пионерской организации до первого полета суперджета. Ну а что лучше всего помогает зарядиться такой энергией с самого утра? Конечно же, зарядка. Каждое упражнение – это вклад в собственную историю успеха. Встаем и повторяем вместе с нами. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики! Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Кисти на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад. И раз, два, три, четыре, пять. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны. Раз, два, три, четыре, пять.
6. Подключаем ножки, выполняем захлест. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер. Еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте. Поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер. Отлично. Подключаем приседания. Ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. 1, 2, 3, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. 1, 2, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4 и 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. 1, 2. К левой ножке. 1, 2, 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. 1, 2, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня! Совсем скоро пройдет отчетный концерт студии танцевального искусства коренных малочисленных народов Севера. Это большой творческий вечер, где зрители увидят народные постановки, современные номера, яркие костюмы и узнают больше о культурах и традициях северных народов через танец. О том, как они готовятся, чем удивят артисты и какую роль в постановках играют костюмы, поговорим с хореографом, балетмейстером Ольгой Борисовой. Ольга, доброе утро. Доброе. Расскажите немного, когда пройдет отчетный концерт и что увидят зрители в этом году. Наш отчетный концерт ежегодный пройдет в Доме дружбы народов Алексея Алексеевича Кулаковского 3 июня в 6 вечера. Наши зрители увидят очень много красивых новых постановок, которые мы работаем, да, и, конечно же, наши северные ритмичные наши номера красивые. Наши девочки-красавицы начали научиться. Ну, с каждым годом мы все время идем на улучшение. Вот наши девочки на базе этого, наших преподавателей, да, вот что мы учим, начали более уже петь горловые, вот, например, звуки чаек начали издавать. Мы это пробуем не во всех танцах, а стараемся, вот, идет на один танец, мы попробовали ее. Вот. Ну, в таком формате. То есть что-то новое добавлять? Да, конечно. А сколько всего коллективов и участников выйдут на сцену? В основном у нас участвуют только наши дети и, конечно же, артистки театра КМНС. Ну, и какие, вот вы сказали, что разные направления есть, да, и горловое пение, и танец, да, но есть, наверное, определенная тема, возможно, определенные танцы, которые нравятся зрителю всегда. Ну, мы, как танцевальный коллектив, конечно же, стараемся показать народности всех танцев. То есть это может быть и русские, может быть и испанские, и, конечно же, и якутские корни, но в основном мы базируемся на северных танцах. Да, мы стараемся показать культуру и традицию нашим детям, конечно, в первую очередь. И вот наши педагоги, ну,
вообще они прям профессионалы свое дело. Мы стараемся показать, вот, да. Да, мы видим сейчас вот фотографии, да, ваших юных воспитанников, да. Ну и, конечно, танец танцем, но зритель все-таки встречает артиста по одежке, да. Вот давайте поговорим немножко про костюмы, да. Вот, как они создаются и насколько вообще важно для артиста тот или иной образ. Мы вот наши швеи, да, которые мы работаем, сотрудничаем с самого открытия танцевальной студии «Маска». У нас она открылась в 2016 году в ноябре. Они у нас очень талантливые. Это такая кропотливая работа, на самом деле. Это нужно сначала найти эскиз, материалы, сопоставить все это с музыкой, чтобы было. Ну, это прям очень долгая дискуссия на самом деле. Да, но это все идет от манеры, от характера танца. Все равно это идет прям от нуля, и все рисуется прям как экспозиция танца должно быть. Ага. Ну а как вот через танец вы знакомите молодежь с культурой коренных народов Севера? Северные танцы, по идее, они такие вот разные характеры, да, бывают. И мы стараемся это все, ну вот сходим на мастер-классы педагоги, да, например, сами. И все это тоже вот берем, оккультуриваемся и стараемся это все, то, что мы вот взяли, практику себе, да, и передать это все детям. Поэтому вот прям это у них получается. Они такие активные дети у нас, и не могу. Ну, такие хорошенькие. Они того, что вот наши педагоги, да, сами вот мои коллеги, такие активные, открытые, вот такие взбудораживающие. Наши дети это все обхватывают, начинают вот тоже вот такие... Стремиться. Да. Ну вот, Ольга, вы сегодня пришли не с пустыми руками, да, у нас тут награды, но это ж маленькая часть, да, ваших наград, да. Может быть, расскажете про какую-то из них, может, какая-то памятная или особенная, или главная? Получается, у нас... Если посмотреть по сезону, да, вот с августа того года мы начали готовиться к выезду в Таиланд на фестиваль. Ага, вот дети наши съездили в ноябре и отдохнули, и вот выиграли, ходили по конкурсу. Потом мы прилетели в декабре, получается, у нас был премьера нашего премьера нашего спектакля. Не спектакль, а как говорят, ну вот пророчество у нас был спектакль, да. Вот дети там, получается, и пели у нас, не только танцевали, да. И потом с Нового года мы начали готовиться к другому выезду. Ага. И мы ездили в Йошкар-Олой, город Москва, это был в апреле. Мы приехали вот с таким вот добром. Да, и мы, конечно же, выиграли гран-при. Это некоторые мои дети, я веду маленьким детям, прям с 5 до 8 лет. И вот наши дети впервые полетели и выступили на большом формате, большой сцене. Это столько новых эмоций у них было. И то есть забрали гран-при? Гран-при. То есть вы лучшие? Конечно, да. А с какого возраста ребятишки уже могут приходить в вашу танцевальную студию? С 5 лет. С 5 лет. То есть совсем крохи уже танцуют? Да. Это вот я с ними работаю. Они такие талантливые. Ну, а вообще, допустим, есть ли какие-то сложности, допустим, в постановке, да, номеров, когда работаете с детишками, да? Может быть, дисциплина хромает или что? Или, в принципе, все легко дается молодежи? Ну, если посмотреть по базе, так как я учу, я человек прям старой школы, все должно быть прям по чуточку, ручки правильно, ножки правильно. Ну и как я начала, я работаю с того года, сентября, если посмотреть, ну, дети уже понимают, да, какая у меня методика работы, и, в принципе... Не перечат? Да, нет, они уже привыкли. Это хорошо. Ольга, а как вы пришли в профессию? Ой. Ну, не знаю. Ну, папа помог. Наверное, со стороны виднее. Папа говорит, вот танцы это твое, пойди на танцы. Я такая, да, и все. Так 8 лет училась на хореографа. 8 лет. Да. Ну и, соответственно, уже выбрать было-то и не из чего, да? То есть танец уже на всю жизнь с вами. На всю жизнь. Хорошо, спасибо большое, Ольга, за то, что посетили наш эфир. Мы желаем вам побольше наград, хорошего поведения учеников, ну и, конечно, побольше путешествий, гастролей, потому что ведь именно этим и живет артист. Спасибо. Да, спасибо.
Несомненно, танец и творчество окрыляют, независимо от того, сколько нам лет. Это доказывает удивительный коллектив Гранд Сеньоры. Люди, которые давно перешагнули пенсионный возраст, танцуют с такой энергией и страстью, что заряжают всех вокруг. Их история о том, как музыка возвращает радость жизни, а движение становится источником молодости души. Когда думать про болезни, когда у тебя уже душа то ли в танго, то ли в вальсе, то ли в фокстроте, то ли в ри-рите, живешь этим танцем. 3 года назад Юрий Антонович пустился в пляс и напрочь забыл дорогу в районную поликлинику. А ведь раньше танцевал только в детстве. Потом жизнь сама закружила. Учеба, институт, работа на ответственных постах, главой 2 районов, руководителем отделения пенфонда в Нерюнгри и Якутске. Вернулся к вальсам, отпраздновав свое 70-летие. Вот мы гранд-сеньоры, то есть возрастные пенсионеры. У нас старшим уже за 80 лет уже давно, но они очень хорошо танцуют. Наш герой танцует в паре с Римой Семеновной, именитой спортсменкой-лыжницей. Одно другому не помеха. Любовью к лыжам она заразила и своих одноклубников. Ну, танцы дают нам в первую очередь здоровье, настроение, потом друзья. Все, кто мы здесь, мы все дружим уже давно. Кроме танцев у нас есть свои хобби. Мы ездим вместе, отдыхаем. Также ездим вместе на гастроли. Марина Николаевна танцует с юных лет. Танцы подарили ей и верных друзей, и любимого супруга Андрея. В нашем коллективе 7 семейных пар. Мой супруг Тимофеев Андрей. Мы познакомились давно, много лет назад. Где-то 30 лет назад в народном ансамбле РЛ. Танцевали вместе. Потом, спустя время, уже пришли... Сперва я пришла в мозаику, потом позвала своего мужа. Начинали с отечественных бальных танцев, занимали призовые места. Потом перешли уже на спортивные бальные танцы. Там тоже были призовые места. Самое лучшее – это первое место, когда занимали. Вот танцевали медленный вальс, танго, фигурный вальс. А сейчас в основном у нас уже не турнирные танцы, ну, больше такие ансамблевые турнирные танцы в Намцах проходят обычно. Пара Тимофеевых выступает на разных площадках города. В их копилке победы и на всероссийских конкурсах. Выезжали в Москву, выезжали в Татарстан, выезжали в Монголию. Самая оглушительная победа – это был республиканский турнир по бальным танцам по стандарту. Это вот как раз был медленный вальс, венский вальс, танго. 3 танца входят в эту группу стандарт. Европейские и латиноамериканские танцы в Якутске впервые увидели полвека назад. Необычная хореография захватила своей новизной начинающего преподавателя танцев Михаила Сивцева. Когда я юный был, это был в 1975 году, там в городе Якутске проходил конкурс бальных танцев. Больше в те времена в Советском Союзе пропагандировали отечественные бальные танцы, да? А там я впервые видел с поселка Айхала, да, школьники, 9-классники танцевали европейские и латиноамериканские танцы. У них педагог был с Прибалтики. И я вот для себя считаю, что зарождение, да, сейчас в данное время танцевального спорта, да, спортивного танца, ну вот у нас Якутию можно считать с этого года. Сегодня ученики Михаила Захаровича преподают спортивные танцы детям и взрослым по всей Якутии. Коллегой стал сын Юрий, многократный чемпион региона и призер международных конкурсов. Многие годы Михаил Захарович преподает бальные танцы ученикам, чей возраст начинается от 60 лет. Гранд-сеньоры. Им покоряются все возрасты и паркеты мира. У меня есть, основной состав мозаики, да, это РЛовцы, СРЛовцы, студенческие годы танцевали, да. Вот у меня они основной состав. За ними пришли и организовал группу гранд-сеньоров. Общее количество у нас больше 80 человек. Глядя на энергичных танцовщиков, чей возраст иногда перешагнул 8-й десяток лет, многие сами просятся пуститься в пляс. Тот, кто танцует,
тот преобразовывается. За эти 3 года, которые я наблюдаю, они совсем изменились. Это и осанка, и постановка рук, ног. Ну и считаю, что самое главное – характер. Они очень активны, очень бодры, интересуются не только танцами. Конечно, у них большие семьи, внуки, правнуки. Они успевают с ними работать. Это меня восхищает. Юлия Михайлова, Дюлус Иннокентьев. «Утро Якутии». Искусство всегда стремилось к движению, от бродячих труп к современным гастролям. Представьте, к вам в город прибывает необычный состав. Не просто поезд, а целый театральный мир на колесах. Вагон за вагоном, сцены, закулисье, декорации. Первый в истории театр-поезд везет не пассажиров, а чудеса. Спектакли, перформансы, живую музыку под стук колес. Куда он направляется, узнаем из материала наших коллег. Уже на подступах к железнодорожному вокзалу в этот вечер становилось понятно. Здесь развернулся большой праздник, главными героями которого стали люди театра. Работаю совсем немного, лет 50. Это впервые такое событие грандиозное в честь 150-летия Союза театральных деятелей. Российский союз театральных деятелей по случаю своего 150-летнего юбилея решил устроить беспрецедентную акцию мирового масштаба. Отправить на поезде через всю страну артистов разных театров. Несколько брендированных вагонов будут останавливаться в городах по ходу следования и давать свои представления на театральных сценах, на перронах вокзалов и даже в самом поезде. Вот так внутри выглядит вагон, в котором наши артисты отправляются в свое большое красивое театральное путешествие. И каждый деталь в этом вагоне так или иначе рассказывает об истории Союза театральных деятелей. Ну вот, например, встречает всех участников этой акции сам Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей. Вернее, не сам, а его обращение к участникам. А дальше все в мельчайших деталях, в мельчайших подробностях история Союза. С чего все начиналось? 1876 год, общество взаимного вспоможения русских артистов и люди, которые стояли у основания этого движения. Ну а за этой дверью в купе современные члены Союза театральных деятелей Наталья Овчинникова, Евгений Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. 3 краевых театра. Театр кукол, театр молодежи и академический театр имени Горького в этом составе везут свои спектакли. Куклы, репку, Горьковка, мастера и Маргариту. Они едут до Хабаровска, а путь молодежки лежит до Биробиджана и везут 2 представления. Это спектакль «Интерактив однажды». И второй спектакль, который мы не просто взяли в репертуар, потому что 26-й год у нас объявлен президентом года единства народов России. Это спектакль о северных народах Дальнего Востока. Показать многообразие театрального искусства, познакомить с особенностями региональных театров, объединить это сообщество. Ну и, конечно, подарить зрителям радость сопричастности к этому великому наследию российской культуры. Такую глобальную задачу ставили организаторы этой акции. Мы едем с чувством вообще восторга, потому что для нас это первый опыт. Первая такая встреча на перроне с 3 театрами города Владивостока. Мы сегодня отыграли первый спектакль уже в вагоне. Это тоже для нас опыт, который, мы сегодня первый раз все это делали. Это замечательно. Ровно в 9 вечера уникальный поезд отправился в свой театральный марафон. Впереди более 9 тысяч километров, 43 города, более 5 тысяч артистов, которые примут участие в этом проекте, 115 театров, более 280 спектаклей. 30 июня театральный поезд будут встречать на Киевском вокзале в Москве. Ольга Сомкина, Евгений Лихачев, «Панорама». Театральный поезд показывает удивительную вещь. Искусство, как и язык, живет в оттенках. Одна пьеса, но множество прочтений. Как одно звучание, но имеются разные смыслы. Именно это изучают паронимы. Слова, которые легко спутать из-за схожести, но которые несут совершенно разные значения. Представить или предоставить, одеть или надеть. В рубрике «Говорим правильно» мы научимся различать эти нюансы. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас с вами на повестке дня паронимы.
То есть однокоренные слова, у которых есть разные приставки или суффиксы, и поэтому они имеют как сходство значений, так и различия. Например, глагол «постричь» и «подстричь». Как же их различать? Согласно словарю русского языка под редакцией Евгеньевой, слово «постричь» имеет следующее значение. Первое. Обрезая, укоротить, постричь волосы. Второе значение. У христиан совершить над кем-нибудь постриг. Кроме того, глагол «постричь» имеет значение сделать прическу, например, постричь мальчика. А вот глагол «подстричь» немножко отличается по значению. В нем очень сильно значение инструмента. Итак, подстричь – это значит подрезать ножницами или машинкой, подравнивая, укорачивая. Например, подстричь кусты или деревья. Конечно, у этих слов очень много общего. Они очень похожи друг на друга. И не всегда легко сделать правильный выбор. Поэтому при выборе паронима нужно учитывать, что у глагола «постричь» есть еще дополнительное ритуальное значение, а у глагола «подстричь» сильно инструментальное значение. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Паронимы учат нас одной важной вещи. Небольшое изменение, будь то приставка или суффикс, может полностью поменять значение слова. А знаете, что еще умеет меняться, не меняясь? Это семейные традиции. Например, бабушка печет пирог по старинному рецепту. Это традиция. Внучка добавляет новый ингредиент, и эта традиция живет дальше, оставаясь собой, но уже становится немножечко другой. Почему так важно сохранить традиции, узнаем далее. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» я хочу поговорить с вами на тему «Семейные традиции». Как же все-таки формировать традиции, если у вас их нет, или вы хотите с нуля создать новые в своей семье? Давайте разберем 5 шагов. Начните с маленьких шагов. Например, пейте чай по вечерам, беседуйте о прошедшем вашем дне. Второе. Введите ритуалы тепла, которые будут создавать ощущение домашнего уюта. Например, вы можете обнимать своего домочадца, когда он куда-то уходит или когда, наоборот, приходит. Третье. Привяжите традиции к датам. Это может быть 1 января, когда вы выходите на прогулку. Это может быть день рождения, не просто торт. Это может быть приготовление какого-то праздничного блюда всей семьей. Возьмите, возможно, просто какой-нибудь четверг и приготовьте там пирог. Создайте вот эту вот связь между вами и детьми, и вообще всеми членами вашей семьи. Четвертое. Опирайтесь на свои ценности. То есть вам нужно ответить на вопрос, чего бы вы хотели, чтобы ваши дети запомнили в вашем доме, пока они растут. Для меня, например, это ежегодные походы в летний период со своими детьми. Я очень люблю создавать творческие всякие проекты и приобщать туда детей своих. Для вас это могут быть свои собственные уникальные ценности семьи. Поэтому не останавливайтесь, подумайте очень глубоко и создайте их с нуля. И тогда ценности обязательно перерастут в вашу традицию семейную. 5-й пункт очень тесно связан с 4-м. В 4-м пункте, если мы спрашивали, как у родителей себя, что же важно нам, чтобы дети запомнили, то здесь, в 5-м пункте, нужно спросить у ваших детей, а что же для них стало семейной традицией? И, возможно, для них их ценности будут абсолютно другими. Например, дети могут предложить вам заказывать пиццу по пятницам. Ваш ребенок может попросить вас играть в какую-то его приставку, в какую-то игру в телефоне. Может быть, вам это абсолютно неинтересно или это даже не нравится, и вы это запрещаете, но раз в неделю, приобщаясь к таким интересам ребенка, вы поможете ребенку создавать более сильные чувства и эмоции для своей семьи. Совместная игра на гаджетах тоже может стать семейной традицией
в вашем списке уютных семейных вечеров. Если вы прислушаетесь к этим советам и пройдетесь по 5 пунктам, у вас, несомненно, получатся замечательные традиции именно в вашей семье, подчеркивающие ваши ценности. И я буду очень рада, если у вас все получится. Продолжим тему семейных ценностей, но уже в мире животных. Видео с необычным отцом семейства собрало почти 2 миллиона просмотров и вызвало бурное обсуждение в интернете. Главные герои ролика – собака-мама и ее 11 щенков. Пока заботливая мама полностью посвящает себя малышам, отец семейства, кажется, выбрал совсем другой формат участия в воспитании. Вместо помощи с потомством он спокойно устроился перед телевизором и с большим интересом наблюдает за программой о природе. Пользователи соцсетей с юмором комментируют поведение питомца, отмечая, что семейные ситуации порой удивительно похожи, как у людей, так и у животных. Многие признаются, именно невозмутимый вид папы и делает ролик таким популярным. Видео быстро разлетелось по платформам, а зрители продолжают делиться им с друзьями и придумывают забавные подписи к кадрам. Я думаю, многие замечали, как собаки иногда замирают перед телевизором. Любопытно, что собаки реагируют на движения на экране гораздо острее нас. Их зрение улавливает больше кадров в секунду. Может, они видят то, чего не замечаем мы? В эти дни по всей стране запускают сезон двухколесных приключений. Байкеры надевают куртки, проверяют тормоза и готовятся к первым километрам свободы. Тысячи моторов, тысячи байкеров. Столица дала старт летнему мотосезону. 14-й московский мотофестиваль собрал на Воробьевых горах больше 20 тысяч райдеров со всей страны. 35 километров свободного пути по главным магистралям города. Колонна проходит по набережным и заезжает на Садовое кольцо, которое на время фестиваля полностью перекрыли для автомобилей. За движением наблюдает тысячи горожан. А с каждым годом фестиваль становится масштабнее и заметно растет число девушек за рулем мотоциклов. Это какой-то такой большой праздник городской. И мне очень нравится, что ты видишь развитие, оно с каждым годом масштабнее, как-то очень качественнее, очень функциональнее, что ли. Поэтому такой радостный день. Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мотодвижением. По словам Яны, водители стали бережнее относиться к байкерам, а женские сообщества буквально выросли за последние сезоны. Это подтверждает и другой участник, который помнит, как все начиналось. Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Но я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия по Москве. Такое выпадает раз в сезон открытия. И прокатиться, насладиться видами Москвы – это прекрасно. Я помню, когда были первые открытия, это еще какой-нибудь 98-й год. Я всех мотоциклистов знал в лицо. А сейчас такое количество, что я даже не знаю, кто это, где это. Ну, здороваюсь иногда. Открытие сезона давно переросло в настоящий городской праздник с конкурсами, аттракционами и живой музыкой. Байкеры возвращаются на Воробьевы горы, где их ждет розыгрыш главного приза – мотоцикла. Но главное, что уводят с собой участники – это десятки километров свободной дороги, виды столицы и ощущение, что лето действительно началось.
Вы когда-нибудь замечали, что байкеры еще и заядлые читатели? Перед дальним маршрутом они читают путеводитель. В перерыве между заездами – мемуары путешественника. А зимой – книги про технику и историю мотоспорта. Вот и мы не перестаем говорить, что читать необходимо. А посещать библиотеки сегодня не просто полезно, но и познавательно. В Национальной библиотеке Республики есть тысячи уникальных изданий. Но среди них выделяется одна, та, что получила имя «Золотая». В 2024 году Фонд Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия пополнился уникальным изданием «Золотой книгой славы Якутии». Инициатором и созданием этого проекта выступила Светлана Яновна Яковлева, генеральный директор, учредитель медицинской клиники «Яномед», кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Республики Саха-Якутия. Сама книга была подготовлена творческой группой национального издательства «Аяр» под руководством Августа Васильевича Егорова. Книга поражает своими размерами и очень богатым внешним оформлением. Основные габариты: ширина книги составляет 66,7 сантиметров, высота книги 45,6 сантиметров и глубина книги составляет 10,5 сантиметров. И, как вы видите, специально для этой книги был изготовлен постамент-витрина с подсветкой. Материал этого постамента – это древесина ореха. На страницах этого уникального издания вошли 588 якутян, которые внесли большой существенный вклад в развитие нашей республики на российском и международном уровнях. В этом году в книгу войдут 15 новых якутян, новые имена, которые станут героями этой книги. В содержательном плане книга состоит из 11 основных направлений, включающих разные сферы общественной жизни. Это образование, государственная деятельность, политическая деятельность, строительство, здравоохранение, образование, наука, спорт. Включены герои Советского Союза, герои Российской Федерации и другие важные направления. 24 декабря 2024 года «Золотая книга славы Якутии» получила статус книжного памятника Российской Федерации по социально значимому критерию, как существующий в единственном экземпляре, силу его происхождения, сохранности, бытования экземпляра печатного документа. И сегодня эта уникальная книга входит в состав Национального мемориального фонда Сандалы-Бичек и бережно хранится в стенах этого прекрасного исторического здания в Музее книги Национальной библиотеки Якутии. Полная цифровая копия этой книги представлена в электронной библиотеке для всех читателей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Десятки коробок гуманитарной помощи собрали линчане для жителей поселка Пеледуй, пострадавших во время паводка. Срочный сбор был объявлен администрацией района, а пунктом сбора стал комитет по молодежной и семейной политике. Сюда жители города, предприниматели приносили помощь коробками. Пострадавшим необходимы матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, обувь, одежда для взрослых и детей, а также продукты питания с длительным сроком годности. Сбор продолжался сутки. Уже через день 50 коробок гуманитарной помощи были направлены в пункт назначения, где сотрудники поселковой администрации и волонтеры сразу же доставили помощь пострадавшим. На самом деле очень отрадно, что жители и предпринимательское сообщество нашего города Ленска, нашего района не осталось в стороне. Они очень активно приносят вещи. Список был, который представлен администрацией Пеледуя, что именно в чем нуждаются жители. В первую очередь, это, конечно же, теплая одежда и постельное белье. Мы собираем, объявили сбор всего лишь на один день.
В России готовятся новые правила безопасности для детских поездок. Росстандарт утвердил специальный ГОСТ, который начнет действовать уже в сентябре этого года. Теперь перевозка школьников и воспитанников детских садов будет строиться не просто по инструкциям, а по умной системе оценки рисков. Перед каждым рейсом при посадке, в пути и на остановках нужно будет заранее выявлять и устранять потенциальные угрозы от состояния транспорта до поведения детей. Документ также прописывает четкие алгоритмы действий в нештатных ситуациях. Если что-то пошло не так, водители и сопровождающие будут знать, как действовать быстро и правильно. В Горном Улусе в рамках Года здоровья в третий раз прошел творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Организатором события выступил Центр развития детей «Карачан» и «Мылар». 36 воспитанников из 8 детских садов представили яркие номера, читали стихи, пели, танцевали, демонстрировали моду и даже мастерски играли на ударных инструментах. Компетентное жюри высоко оценило мастерство юных дарований и благодаря поддержке спонсоров вручили им заслуженные призы и награды. Праздник прошел в теплой и торжественной атмосфере. Нам бы хотелось, что наш конкурс вышел на республиканский уровень, потому что с детьми с ограниченными возможностями очень трудно и почти нет таких конкурсов, как я знаю, и поэтому мы планируем выйти на республиканский уровень. В мае по всему миру отмечается День музеев. Этот праздник особенный для старейшего хранилища Якутии – музея имени Емельяна Ярославского. Традиционно к знаменательной дате специалисты подготовили выставку «Дары и дарители». На ней представлены экспонаты, которые пожертвовали сами граждане. В этом году посетители увидят, например, атрибутику Олимпиады 80 и личные вещи героя социалистического труда Георгия Бессонова. Всего же в фондах музея собрано больше сотни тысяч артефактов. Это самая большая коллекция в республике. Это одна из знаковых наших выставок, потому что отображает то, что музею подарили именно за этот год. Это ежегодная выставка. Каждый раз предметы не повторяются, потому что пополнение фондов у нас идет ежегодно. И в этом году мы рады представить нашим зрителям вот именно те предметы, которые поступили только в этом году. Эти предметы для нас очень дорогие, они очень важны не только для нашего музея, да и всех жителей республики. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А сейчас мы поговорим о приемной кампании, о новых возможностях для наших абитуриентов и о том, как цифровые сервисы меняют процесс поступления. На наши вопросы ответит Татьяна Филиппова, начальник управления образовательной деятельности Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий, а также Дарья Кириллина, начальник Центральной приемной комиссии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Олеговна, расскажите, по каким образовательным программам у вас ведется набор в 2026 году? Наш АГУИКИ – это единственный вуз на Дальнем Востоке, который готовит кадры для креативных индустрий. В 2025 году наш университет получил статус университета, и каждый год мы, конечно же, со всеми трендами в образовании, трендами по уровню исследований, по уровню зарплат мы обновляем наши образовательные программы. И в 2026 году в нашем университете представлены такие программы, как, например, по бакалавриату это прикладная информатика в креативных индустриях, медиакоммуникация, анимация, геймдев, региональное кинопроизводство и, конечно же, программы по арт-проектированию, продюсированию, хореографии, библиотечной информационной деятельности, музеологии. А в специалитете у нас программы – это новые художников мультипликационного фильма и артист эстрады. В магистратуре у нас две программы – это искусственный интеллект и цифровое наследие, и менеджмент государственной культурной политики. По аспирантуре мы будем вести прием по теории истории культуры и по видам искусств. Ну, то есть достаточно много, да, вариантов, куда могут поступить наши абитуриенты. Ну, а в целом, Дарья Ильинична, когда стартует вообще приемная кампания в этом году и появились ли какие-то новые изменения, возможно, по сравнению с другими годами?
У нас 20 июня старт приемной комиссии компании вообще по России. Изменение это, получается, у нас появилось понятие для выпускников СПО. Это поступление по профилю. Эти профили ВУЗ определяет сам. Можете ознакомиться на сайте. А те направления, которые не по профилю, получается, будут поступать уже с результатами ЕГЭ. Также у нас с прошлого года для выпускников детских музыкальных школ и детских школ искусств могут получить дополнительные до 10 баллов как индивидуальные достижения. Также по технологии у нас появилось понятие «День тишины», когда будут издаваться приказы, абитуриент не может вернуть свое согласие и отказаться от зачисления. Также у нас по отдельной категории добавилось понятие «вдова участника СВО». Результаты ЕГЭ продлеваются, и участие в олимпиадах продлевается, когда поступающий будет в СВО. Вот такие изменения. Ну, достаточно много, да, за всем не уследишь, да, надо идти как-то, ну, я думаю, все абитуриенты в курсе, да, потому что все равно, наверное, эта информация есть на многих средствах массовой информации, да. Ну, а насколько вообще активно абитуриенты сегодня пользуются цифровой подачей документов, потому что это тоже немаловажно. Да, очень активно. Если вот в течение 3 лет динамика у нас изменилась с 50% до 80%. То есть уже лень ходить бумажки приносить, Да. проще все подать Всем цифровом, удобно. да? Хорошо, Татьяна Олеговна, а какие возможности есть у студентов вашего университета сегодня, да, допустим, по обучению, по какому-то международному обмену, по практикам, да, потому что все-таки хотят учиться как-то, наверное, красочнее, ярче, Да, ребята. Ага, ну, вообще система высшего образования в России, она меняется, и сейчас от теории мы уходим на практические задания, практические кейсы от реальных партнеров и индустрии, да. И в нашем университете, например, программы выстроены на прямой связи с нашими партнерами, такие как IT-парк, Министерство, точнее, Корпорация развития Дальнего Востока, Министерство культуры Республики Саха-Якутия, Министерство образования, Национальная библиотека и так далее. А также в учебных планах в 2025 году у нас был введен модуль, это управление инновационными проектами, где студенты работают в группах по реальным кейсам. Конечно же, оно будет отражаться и позволить студенту, независимо от направления подготовки, работать в командах с другими студентами. И также еще одна очень классная возможность для наших студентов – это получение дополнительной квалификации прямо в процессе обучения. Получается, студент выбирает по своей индивидуальной образовательной траектории какое-либо направление. Например, художник может освоить маркетинг, продажи, либо педагогику. И, например, музыкант может выбрать геймдев. То есть можно совместить? Да, совместить процесс обучения. И на выходе он получает диплом бакалавриата государственного образца и второй диплом профессиональной переподготовки, который позволяет вести уже в области, профессиональную деятельность в области другого. Да? И, конечно же, у нас с университетами Китая очень хорошие связи. У нас студенты уезжают на обменные программы. Это Аньшанский педагогический университет и Чанчунский. Там они обучаются китайскому языку и, конечно же, по направлениям искусства и культуры. И, конечно же, к нам тоже приезжают студенты из Китая. Вот. По стажировкам, да, помимо практик по основной программе, да, по учебному плану, они проходят стажировки. У нас достаточно широкий такой выбор мест стажировок. Это по всему Дальнему Востоку, Приморье, Благовещенск, Бурятия, да, Хабаровск, Камчатка. И также у нас студенты активно занимаются студенческой наукой. В нашем университете есть много лабораторий, где возможны
работать и заниматься научной деятельностью наши студенты. Вот. Но это что касается Арктического государственного университета, да? Дарья Ильинична, а что важно подготовить заранее абитуриентам, да, перед подачей документов? Это, наверное, вопрос касается всех университетов, да, потому что иногда бывают суматохи этих дней, да, в стрессе, родители в стрессе, ребенок в стрессе, все забывают. Вот давайте немножечко организуем. Да, спасибо за вопрос. Нужно заранее подготовить профиль в госуслугах. Получается, проверить все свои данные, подкрепить документы, которые нужны. Также нужно проверить перечневые мероприятия, которые мы считаем как дополнительный балл, да, за индивидуальные достижения. С этим можете ознакомиться на сайте также и прикрепляют подтверждающие документы. И у нас есть алгоритм действия абитуриента на нашем сайте, тоже можете посмотреть, может что-то для себя узнаете. Так, а давайте тогда сайт озвучим. Агуики. Также в поисковике вводите Агуики сайт и сразу выскакивает. Хорошо. Ну а что бы вы посоветовали вообще всем, кто еще, возможно, не определился с будущей профессией? Ну, получается, программ очень много. Да, 27 программ, из них 13 вот Татьяна Олеговна озвучила. И на сайте можете подробно со всеми программами познакомиться. Еще у нас есть вебинары, записи, да, где можете прослушать вообще содержательную часть, про вступительные испытания. Вот наши педагоги там рекомендуют, как могут они подготовиться, и дети, и родители. И получается выбрать для себя интересные программы, потом уже позвонить нам. Мы консультируем по телефону 8 924 595 4003, прийти на экскурсии. Всех ждем, рады будем помочь. Главное, было бы желание, да? Да. На этом мы завершаем. Увидимся. До новых встреч.